Пришел туман, постучал в дома, шалью серную обнял Сибай. Так уж было раз, предрассветный час, было несколько дней назад. Пришел туман, свел меня с ума, обогнать его нету сил. Задыхался сам, и на небесах серный дым нас тихонько накрыл. Серный туман, похож на обман, похож на обман, сибайский туман, серный туман, серный туман, похож на обман, похож на обман, сибайский туман, серный туман. Пришел туман, он как трав дурман, ох, как кружится голова. Над Сибаем смог, превышений нет, все слова, одни все слова. Пришел туман, постучал в дома, уходи, туман, уходи. Химзащиту одел, на душе светло, и печали все позади. Серный туман, похож на обман, похож на обман, сибайский туман, серный туман, серный туман, похож на обман, похож на обман, сибайский туман, серный туман. Говорят, не травят нас. Ты как травишь? Вот эта вся хрень сейчас пойдет в город. Серный туман, похож на Данные, вот это, значит, окись серы, я вам сразу скажу, H2S, окись серы, это идет из чаши карьера со дна, то есть идет процесс окисления, значит, это техногенное, значит, зачем вы это говорите? Это уже было. Какая ситуация? Значит, когда 15 числа возник вопрос, связанный с тлением, когда у нас появился смог в городе, то есть понятно, что нами были предприняты меры. Какие меры? Значит, мы в первую очередь что сделали? Говори, дайте сказать. Вот можно я скажу, потом вот вам дать стройки, я вам снова будете говорить вот здесь. Вы замерзли уже, давайте. Значит, предприняты были меры, в первую очередь, отправлена была в лаборатории для того, чтобы замерять ПДК, предельную допустимую концентрацию. Задам, можно вопрос? Предельно допустимая концентрация. Мы дураки, что ли? Вот собравшись здесь дураки? Одно и то же надо рассказывать. Я слышу вот это. Мы собрались, мы отправили. Решения-то какие? Когда это закончится? Какие сроки по устранению проблем? Ты решение скажи, а не мы. Встреча. Как вы подготовились к нам? Вот народ пришел, хочет услышать вас. Мы не слышим вас, вы не слышите нас. У меня дети находятся в 30 километрах от меня. Знаете почему? Не знаете? Потому что у меня ребенок аллергик. У нее вчера начался отек. Я была вынуждена ее вывезти за город. Вы обращались в больницу? В поликлинику? У меня ребенок самый наиболее болеющий ребенок. Она и так на учете стоит. Мы звонили в 112 после 10 часов вечера. Мы не смогли дозвониться. Никто не брал трубку. До 112 мы не могли дозвониться. Мне кажется, Василий Анатольевич, не очень качественно вы отработали с вашими жителями. Что людям надо объяснять, людям надо давать правдивую информацию. Если для меня будет долетать там до сих пор очереди, я буду считать, что вы не справляетесь с задачей. Поэтому очередей там быть не должно. Мы должны людям создать условия, потому что
что все-таки действительно они в довольно сложных условиях сейчас, поэтому они должны получать быструю квалифицированную помощь. Района в непосредственной близости к карьеру. Что думаете об экологической ситуации? Состояние катастрофическое вообще. Сибает. Для населения, для детей это вообще плохо. Серная кислота, она в организме вычисляется. А как вы себя чувствуете? Кашель. Когда сильное задымление, в груди боли бывает при дыхании. А дети? Дети, слезоточивость, газы, конъюнктивит. Ну, из глаз слезы текут при сильном задымлении. Ну и конъюнктивит был пару раз, наверное, это действует. Все, сегодня благоприятно дышать. Нет задымления. А что они? Здесь что они делают? Не знаю, вентилятор какой-то поставили, гоняли. Я не знаю, когда он поднимется, все равно уже сдается. А вы сами вентиляторы видели или слышали, может быть? Нет, видели. Видели, да? А в каком районе они находятся? Просто мы пытаемся найти. Значит, куда надо его идти, где-то за забором, где ограждение они поставили. Ага. Там они поставили. А вам, может быть, путевку выделили в Крым? Обещали же тем, кто рядом живет? Ну, обещали тем, кто после 7 лет до 14. После 14 в зону 500, кто попадает, дети, тем только путевку. И то без сопровождения родителей. Их одних с кем-то на поруки отправлять не каждый согласится. А зона 500 это что такое? Ну, в этой зоне 500 человек выбрали. Ага. Ну, а вы попали в это число? Да, родственники у нас как бы проживали здесь. Они вот неделю назад уехали. Вот, а девочка попала. А уехали, в смысле, совсем в другой город? Нет, в Магнитогорск. И пока приехали время. А вы... Была. У нас нет возможности отсюда никуда не уезжать. Ну вот маленьким детям будут, я не знаю, куда-нибудь с родителями, хотя бы в санатории здесь поблизости, не говорю, что в Крым, чтобы не дышать от этого. Уважаемые жители города Сибай, приглашаем вас внести свою лепту и поставить подпись за строительство пандусов и поручней, звуковых светофоров для наших инвалидов, для людей с ограниченными возможностями здоровья. И вообще, этот вопрос стоит уже давно, и мы сегодня решили провести вот этот митинг, чтобы нас услышали. Мы должны сегодня внести изменения в городскую программу «Доступная среда». Наши детские площадки, дворы должны быть удобными и доступными для всех. Поставьте, пожалуйста, подпись. Сделайте доброе дело.
внести свои жертвы и поставить подпись за строительство пандусов и установку поручней, звуковых светофоров для наших инвалидов, для жителей с ограниченными возможностями здоровья и маломобильных групп населения. Мы должны внести изменения в городскую программу «Доступная среда». Наши детские площадки, дворы должны быть удобными и доступными для всех. Поставьте подпись, сделайте доброе дело. Прошу пройти, пожалуйста. Кто за то, чтобы наши дома были удобными, были пандусы и поручни, чтобы были звуковые светофоры? Проходите, пожалуйста, и поставьте подпись. Мамочки, которые здесь стоят, тоже, вы тоже за, по-моему, за доступную среду. Прошу вас. Я вас видела уже, проходите, пожалуйста, если вы поддержите нашу программу. Прошу поставить подпись. Он поставил уже подпись, девочки. Карьер дымит, там что-то есть пожар, они его тушат. В принципе, сейчас будут проводить эксперимент по заливу этого карьера. Ну, этот эксперимент начнется с 1 февраля, как он пройдет, никто пока не знает. Но я думаю, что хороший митинг нет, потому что должно быть спокойно на время этого эксперимента. В общем, как все будет, можете приехать 1 февраля, посмотреть, может, там придет. Сказали, что хорошо, что не состоялся, но вы же пришли. Ну, меня пригласили, я пришла, потому что меня пригласили. Что будет, но то есть, в чем тема, что ты могла сделать? Ну, у нас много вообще. Ну, мы слышали, что были задержания еще косвенно связаны. Возможно, и так. То есть это тоже очень много. Полиция ходит. Радиус 500. То есть это радиус обозначает. Радиус 500. Подозрительного человека видит. А какие-то, может быть, объекты они охраняют определенные? А какие у нас здесь объекты? Кинотеатр нет. Это арт-объект. Он практически не работает в нашем городе. Работы здесь редко ведутся. Вот объект администрации. А как думаете, это совпадение, что сегодня еще и мероприятие связано с пандусом? Это точно не совпадение. Мероприятия должны были еще быть связаны с детьми. Потом все поменялось. Началось мероприятие, связанное с пандусами. Не знаю, может, через полчаса будет мероприятие, связанное с унитазами. Я уже вообще теряюсь в догадках, что можно предполагать. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, почему вы сюда пришли? Я здесь являюсь уполномоченным представителем администрации городского округа. Меня зовут Валерий Федорович, я председатель комитета по делам молодежи на мероприятии, которое проводит местное отделение Всероссийского общества инвалидов. Вот. То есть вы пришли сюда на мероприятие по сбору подписей? Это не называется, не называется мероприятием по сбору подписей. Администрация городского округа города Сибай было получено уведомление о проведении 27 января 2019 года публичного мероприятия с целью
призвать общественность к проблемам инвалидов, проблемам лиц с ограниченными физическими способностями. Буквально 2 недели назад волонтеры городского округа города Сибай обошли дома инвалидов и лиц с ограниченными физическими возможностями, пятки по Сибаю, и сфотографировали их подъезды, посмотрели. Некоторые инвалиды проживают аж на 5-х этажах. И вот эта проблема доступа их к месту проживания, то есть там нет ни пандусов, ни поручней пока, ни скамеек, естественно, она должна волновать каждого жителя города. И поэтому общество инвалидов вышло с предложением о внесении изменений в городскую программу «Доступная среда», где часть может будет финансирована из республиканского бюджета. Помогут также у нас, возможно, мы надеемся на это, что будут спонсорские средства и будут все-таки отремонтированы входные группы и установлены пандусы. А вы знаете, что сегодня возле Дома молодежи планировался народный сход граждан по вопросам экологии? О том, что здесь будет именно сход граждан, такой информации не было. Но о том, что народ планирует, вернее, проводит ежедневно у нас встречи главы администрации городского округа в школах, в местах общественных, массового пребывания людей. Вчера была в микрорайоне Золото встреча с населением проведена главой администрации городского округа Сибай Рустемом Каринчем Азаловым с населением. То есть позавчера в первой школе, то есть ежедневно встречи и разъяснительная работа с народом проводится. А вы здесь живете, правильно я понимаю? Да, именно так. Прошу прощения. А вас самого лично вопросы экологии волнуют? Я имею в виду, что здесь запах, выбросы периодически бывают. Что вы на этот счет думаете? Так, лично меня самого. Естественно, вот эта ситуация, она очень сильно меня волнует. Я надеюсь, что она не отразится на здоровье нашего населения. Лично сам я своих физических каких-то изменений в организме не ощущаю. Ну, может быть, хочется немножко там пить воды, вот странно, хотя, может быть, это даже самовнушение. Но хочется, чтобы вот эта вот экологическая ситуация выровнялась. Все-таки, надеюсь, эта напасть пропадет. И я верю в то, что мы все это забудем как страшный сон с весенними талыми снегами и водой. Я думаю, надеюсь, что все это закончится. Но подождите, а разве контакт с водой не ухудшает ситуацию? Я в этом не специалист. Это вы спросили меня как человека, я вам ответил, что я надеюсь, что именно с талыми снегами все это, чтобы там не горело, что оно перестанет гореть. Вот так. А вам вообще не кажется, что возможно, это как-то связано, тот факт, что сегодня здесь должен был сход быть, а одновременно здесь поставили еще мероприятие по пандусам? Нет, именно о том, что будет проходить именно сход, мне не кажется, что это как-то взаимосвязано. Я думаю, что сход граждан – это выражение гражданами своего личного мнения, и этому никто не может препятствовать и способствовать. Это право каждого гражданина. А вы знаете, что в городе в последнее время происходят задержания, к людям подходят, если они выглядят как подозрительно, если видели их на митингах, и, получается, пытаются препятствовать выражению гражданской воли? Я думаю, что это не обосновано, потому что как это физически может выглядеть, что к людям подходит и вот препятствовать его волеизъявлению. Я думаю, любой гражданин вправе запечатлеть это на камеру и, соответственно, обратиться с последующим заявлением в суд и выиграет такие какие-то свои такие. Ну, правильно получается, я вас поняла, что каждый гражданин имеет право голоса и право слова. И никто ему и не это мешает. защищено Конституцией. И однозначно никто ему не может и не имеет права помешать в соответствии с законодательством Российской Федерации. И в городе, хотелось бы уточнить, такого тоже не происходит? У меня такой информации нет. В нашем городе такое происходило. Серный туман похож на обман, похож на обман. Сибайский туман, серный туман, серный туман похож на обман, похож на обман. Сибайский туман, серный туман.
Пришел туман, он как трав дурман, ох, как кружится голова. Над Сибаем смог, превышений нет, все слова, не все слова. Пришел туман, постучал в дома, уходи, туман, уходи. Химзащиту одел, на душе светло, и печали все позади. Меньше этих самых выбросов или что там, ну, постоянно там регулируют. Но было тяжеловато, конечно. У меня муж лежит. И что чувствовали? Какие симптомы? Ну, у меня, например, симптомы единственные были. У меня вот один раз, правда, мне было тоже плохо. А так у меня был прикус во рту и сразу. Такого у меня таких вот 70 по-разному. А привкус во рту на что похож? Не знаю. Какая-то горечная. Что-то такое. Не знаю, как сказать. Ну, привкус какой-то. А вы, может, не думали, может быть, к родственникам хотят ехать на У меня муж тоже голову лежит, никак не ехать. Никуда. Куда? Я могу к родственникам на 1-2 дня. А кто мне там больше приедет? А муж лежит, тут уже никак. А вы верите, что до 1 февраля все наладят? Ну, до 1 февраля нет. Нет, не верю. Стараются, они там что-то делают, вроде бы ездят, даже через каждые 2 часа замеряют. Но вот эти 2 дня только как-то вроде нет запаха вот такого сильного. Ну и ветер. Сейчас ветер не сюда дует, но там уже А какое время дня наиболее сильные порывы? я даже не знаю. Бывает утром, бывает днем, бывает вечером, бывает весь день. Было даже, знаете, как? Это было, когда в начальной стадии это было. Когда вот мы писали, звонили в Уфу, тут приезжали, они, когда они приедут, чисто, ни запаха, ничего нет. Только они уезжают, смотришь, уже опять дым стоит вот, облако идет. Приедут, заметят, опять ничего нет. Потом опять, вот такое даже бывало. Серный туман, похож на обман, похож на обман. Сибайский туман, серный туман, серный туман.